У древних якутов дух шамана. Звериное воплощение души шамана. Животное, в которое шаман вселяет свою душу. Буквально мать-зверь. Обычно появляется в виде следующих зверей и птиц: медведь, волк, собака, орел, ворон. Аял, кутталлах капсендер. Хочу рассказать о моем первом касании в прямом смысле с потусторонним миром. Мне было примерно 8-9 лет. Мы жили в двухэтажке старой. Мы на первом этаже, на втором этаже наша бабушка с дедушкой. И получается, моя тетя жила вот в отдельной комнате, я сидела с ней. Я сидела, получается, на диване. Диван, получается, с полками, да, то есть под него залезть никто не может туда спрятаться. То есть, ну вот, глухой. Я сидела вот так просто, ноги спустив. Тетя там лежала у стены. В полутьме у нее там музыка играла. И от него с маленького-маленького экранчика свет тусклый был. Вот я сижу и чувствую, как меня за щиколотки вот так хватают костлявые ледяные руки, очень длинные пальцы. И вот эти вот кости прям, как будто вот какая-то бабушка, которая как скелет, очень ледяная, схватила меня очень крепко за ноги и резко потянула. Я упала. Я даже упала на колени. Я не поняла, что происходит. Резко прыгнула на тетю прям. Она начала меня ругать за то, что я на нее прыгнула. Я даже ей толком объяснить ничего не смогла, что произошло. Потом, очень странно, думаю, до сих пор не знаю, как это описать. Потому что если можно было взять тот факт, что кто-то мог туда спрятаться и меня дернуть, да, никто туда залезть чисто физически не мог, это во-первых. Во-вторых, руки были, нереальные. Нечеловеческие руки были, очень ледяные, скелетированные такие руки какие-то. Вот, это мое первое касание было с потусторонним миром. Я спала. Легла спать еще не на кровать, а вот на кухонный гарнитур такой. Ногами к окну прям и легла вот так спать. Еще стульчик там подставила, чтобы для головы хватило места. Все, я сплю. Мне было лет 9 тогда тоже. Просыпаюсь от того, что меня прям в глаза что-то слепит. Это что-то из области фантастики, но это было реально, потому что я проснулась полностью, я сняла с себя одеяло, я встала, села, получается, и сразу шторку отодвинула. А там луна, большая круглая луна, вот прям чуть ли не перед окном. Я даже это не знаю, как описать. Огромная луна, я испугалась, потому что это что-то нереальное. Резко легла на бок от страха. И смотрю, девочка на меня смотрит. На вид ей, наверное, лет 5 максимум. Она не расплывчатая, она вот прям строгой черты лица, помню, она просто на меня смотрела молча. Она такая бело-голубого цвета была, полупрозрачная, да. Она на меня смотрит молча, просто стоит. Я испугалась тогда, я полностью одеялом накрылась. Оставила себе маленькую щель, чтобы дышать, потому что воздуха уже не было. Повторно посмотреть я так и не осмелилась, потому что, первый раз я увидела, у меня прям дыхание захватило. Все, я, получается, потом через какое-то время уснула. Проснулась днем уже, утром. Шторка также стоит, как я ее оставила ночью открытой. Все, я об этом сразу всем рассказала, мне родители поверили. А предыстория какая, как я могу это объяснить? Тем же днем, перед тем, как я легла спать, мы ездили с бабушкой, сестрой, с детьми с нашего поселка Кангаласы, мы поехали на озеро. Была, практически весна, мы ездили на озеро в местности Усть-Хатын, наверное, где-то оно было вроде как. Прям внутри озера там, помещения, лабиринты, все это было из льда сделано. И люди там оставляли монетки, а мы маленькие, их оттаивали своей рукой и забирали монетки. Но так делать же нельзя, по идее. Но мы это сделали. И я помню, мы хвастались, кто больше всех собрал этих монеток. Было больше всех монеток у меня. Я до сих пор помню сумму, это было 52 рубля на тот момент. Все, это детская шалость, просто мы взяли. У меня было больше всех, и все, в тот день я легла спать. Потом мне рассказали, что на этом озере когда-то девочка утонула маленькая. Если как-то объяснять, может, что я как-то потревожила ее, собрав больше всех этих денег, и она ко мне пришла. Больше никак не могу это описать.
У нас была двухъярусная кровать с сестрой моей. Она меня на 1,5 года младше, она на 2-м этаже спала, я на 1-м. Все, мы легли спать, но я уже была постарше, наверное, лет 10 было мне, наверное. Я просыпаюсь от того, что я реально проснулась, это не сонный паралич, это не сон. Я реально встала, проснулась, открыла глаза от того, что меня кто-то душит и кричат люди. Кричала какая-то женщина. На русском языке кричала, мол, давите на нее, и мужские голоса. Старания, что они тужатся как-то, да. Они на меня давили, то есть этот какой-то невидимый шар или что на меня давил, прям я начала очень сильно задыхаться. Женщина это также дальше кричала, чтобы они меня душили. В итоге я начала что-то делать, чтобы это убрать. Это все невидимое, я ничего не могла сделать, и начала ногами пинаться. И получается, когда я пиналась ногами, я задевала 2-й этаж. И моя сестра проснулась. Она проснулась, спрыгнула с кровати. Это не переставало. Учитывая, что уже посторонний человек проснулся, это их не остановило, все равно они меня душили дальше. Все, у меня уже начал заканчиваться воздух. Мне кажется, еще чуть-чуть я бы, наверное, сознание потеряла. И она, услышав все это, увидела, испугалась очень сильно, побежала включать свет. Как только она включила свет, как только посветлело, все разом исчезло. Резко перестали душить и резко перестали кричать. Я не могла еще, наверное, час успокоиться, час не могла где-то воздух, нормальное дыхание восстановить. То есть я лежала, я начала рыдать, пыталась поймать воздух от страха, только потом уснула. Сестра легла со мной спать, и успокоилась я потом где-то после часа, и уснула уже. Моя тетя переехала в дом, там тоже в деревянный дом одноэтажный, да. Мы с сестрой и братом, мои младшие брат и сестра, решили там первую ночь переночевать одни. Мы же любители экстрима, да. Там нам было страшновато все равно, но мы решили там переночевать. Лет тогда 8 было примерно мне. Все, мы там, получается, закрылись, хотели лечь спать. Баловались дети, игрались, где-то было 12 ночи или час ночи уже. Мы услышали детский смех и как на крыше кто-то бегает. Прям дети бегают. Мы позвонили моему папе, чтобы он пришел, потому что мы испугались или думали, кто-то, может, дети там гуляют. В общем-то, мы про паранормальное сперва не подумали. Просто думали, кто-то залез. Папа, приди. Все, он пришел, поставил эту лестницу, залез на чердак. Там нету ничего абсолютно, и следов нету никаких. Все, он с нами побыл и ушел, получается. В тот же день я ходила, выключала свет по всей квартире, а брат с сестренкой в комнате в кровати уже находились. Получается, я отключаю свет, и резкая музыка по всему дому заиграла. Прям секунд 5 музыка по всему дому просто закричала настолько громко и резко прекратилась. Все, больше ничего страшного там не происходило. Мы переночевали. Все, тетя уже туда заселилась, и у нее сын. Ему тогда было где-то 1,5 годика. И она сидела, ожидала мою сестру, когда та придет к ней ночевать. Они, получается, сидели в комнате, а там же дверь тоже тяжелая такая. Бам! Слышит, дверь закрылась. Зима была, холодный воздух подул. Она вообще не испугалась, потому что она мою сестру ждала. Пошла встречать, и ее 1,5-годовалый сын на пороге остановился, прям каменно, и не пропускал ее. В итоге все равно она взрослый человек, его все равно смогла отодвинуть. Вышла в зал, из зала дверь в коридор была. Так как холодно было, у нее одеяло висело на этом, где дверь входная, чтобы ветер еще не дул. Дверь она потом сдалека увидела до этого, что колыхнулось это одеяло. Она выходит, говорит: Лера, что ты, где там? Думала, что она раздевается, но там никого не было. Вообще тишина полная. 1,5-годовалый сын ее начинает так назад отходить задом, но притом смотрит в одну точку в сторону входной двери, начинает плакать и так показывать. И му-му говорит, так прям судорожно отходит. То есть, походу, там черт стоял. Тетя ничего не видела, просто сын начал очень сильно истерить, отходить назад, ее тоже дергать, чтобы она туда не шла. Показывал рожки и говорил му-му-му. И все. Потом моя сестра уже пришла, и ничего дальше не было.
Мы с сестрой находились у бабушки. Это абсолютно другой дом, далековато находится от нашего. И тогда были вот телефоны домашние, ну вот проводные. Мама была на работе в городе, а мы сидели у бабушки. Это было где-то 9 вечера, зима была. Мама, получается, она звонит уже на бабушкин телефон, мы поднимаем трубку. Она говорит: вы что, надо мной издевались? Ну, злая прям чуть ли не кричит. Мы говорим: в смысле, что случилось? Мы тут сидим уже давно. Она говорит: я звоню домой, а дома-то никого нет. Кто-то берет трубку и дышит в трубку. Прямо дышит в трубку, она прям слышит. Потом скидывают. Она говорит: я звоню еще раз. Опять трубку поднимают, и в нее прям дыхание человеческое слышно. Мы испугались, потому что нам нужно было идти домой и одним там ночевать. А время было уже к тому моменту 10 вечера. Ну, мы пошли за дедушкой, чтобы дедушка первый зашел в дом, а вдруг кто-то туда проник, да? В итоге ничего, дверь закрыта, мы зашли, там пусто. Ну, все как обычно. Поняли, что это что-то паранормальное было. Сейчас я хочу рассказать историю моего папы, которая реально с ним произошла. Он учился в 1 или во 2 классе. Там же в Кангаласах была старая школа, это были далекие времена. Была зима, и он учился со 2-й смены. То есть домой возвращался он по темноте. Была зима. Они жили, получается, у болота, можно сказать. Там тоже был дом деревянный. Вот, он возвращался как-то домой. В этот момент он дома был один, родители куда-то уехали. Возможно, в соседнюю деревню зачем-то, да? По каким-то причинам, в общем, он остался один. Замок был вот этот навесной тяжелый, он его открыл кое-как, зашел домой, включил свет, растопил печку и поставил чайник туда, потому что хотел чай попить. Он еще температурил, болел, да, немного. И пока ждал, пока чайник вскипятится, он лег на кровати и, получается, уснул. Просыпается он от звука чайника. Чайник вскипел. Вот так вот глаза открывает, хочет встать и видит женщину. Очень худая, высокая женщина. Она умерла, но он ее знал при жизни. И тут он ее тоже узнал. Но это уже, получается, был ее дух. Она вся стояла такая, очень худая она была и высокая. И она чайник отключала, ну, убирала с печи. Она посмотрела на него, что он проснулся, и с улыбкой к нему пошла. И еще черт был в этой квартире вместе с ней. Он увидел черта. Черт стоял в стороне, а вот эта женщина пошла к папе, получается. У нее были, можно сказать, добрые намерения, это все равно он очень сильно испугался, начал плакать. Она подошла к нему и начала его щекотать. То есть, не знаю, может, она его успокоить как-то хотела, но наоборот, это хуже все сделала. Она начала его щекотать, он начал очень сильно плакать, просил перестать. Но потом она перестала, вроде начала гладить по голове, но он уснул дальше. Все. Потом уже родители пришли, он это рассказал, эту историю, и все. Тоже вот хочу историю папы рассказать еще одну. Он в 19 лет, это 90-е годы, жил в деревне Б, это 40 километров где-то от Батагая, Верхоянский улус. Он тогда временно у дяди жил. Тот сказал: иди чисти хатон. Там коровы были, у них находились. И вот он пошел туда, а это было не рядом с домом. То есть нужно было лесок пройти какой-то. Вот. Он пошел один и открыл вот амбарный замок, да, называется, этот навесной, большой такой железный. И один ключ был всего лишь. Вот, он открыл его, зашел, включил свет, там вот обычная лампочка была стеклянная. Включил свет, коровы были какие-то, он сказал, взбудораженные, какие-то не такие были, поведение их было необычное. Он все там убрал, почистил, выключил свет, закрыл дверь, начал уходить, выше дверь открылась. Вот эта старая дверь вот со скрипом открылась. Он не понял, потому что никого там не было, это в лесочке, можно сказать. Рядом людей не было, ключа ни у кого второго не было, то есть чисто физически никто не смог бы открыть. Он повернулся и видит, дверь открылась, свет там горит, тусклый свет, вот так тень падает, там стоит мужчина с топором. Но он испугался, не понял, чуть-чуть вот поближе подошел, и вот этот мужчина кинул топор прямо в него. Но он увернулся
И рядом лиственница стояла, дерево. И этот топор туда воткнулся. Он очень сильно испугался, но он тогда не думал, что это что-то паранормальное. Он думал, действительно, может, кто-то подошел с ключом, открыл, да, вот какой-то человек, и убежал оттуда. Он очень быстро оттуда убежал, забежал к дяде и вот рассказал. Дядя как будто, как будто это норма, так отреагировал. Скорее всего, он тоже частенько какого-то мужчину видел. Папа испугался, говорит, я туда не пойду сейчас, якобы, он думал, вдруг дверь там открыта. Сказал, я не пойду. Потом днем они пошли вместе. Снег же был, зима. Следов не было никаких, дверь закрыта, все, свет выключен. То есть, к выводу приходим о том, что это все-таки был дух какой-то, который вот кинул топор. Мы гуляли в лесу, в Кангаласах есть кладбище. Получается, Кангаласы находятся как бы в распадке между сопками. И вот на одной сопке при въезде в Кангаласы есть кладбище. Мы там частенько гуляли или ходили там по грибы. Все проходишь через кладбище. Я была с сестрой, с подругой. Получается, мы шли по краю сопки, то есть хотели так спуститься. Я посмотрела вглубь леса, и там, получается, я увидела большой длинный стол деревянный. В действительности его нету. И за ним сидели мужчины. И один спиной сидел в рубашке, которая при жизни у моего отца была. То есть я подумала, что это он там сидит, уже после его смерти. И получается, они все сидели, у них прям застолье было. Они пили алкоголь, кушали. Я посмотрела несколько раз, отвернулась, потом обратно посмотрела, уже ничего не было. Единственное объяснение — это то, что я как-то какую-то астральную проекцию зацепила. То есть там же кладбище находится. Я думаю, вполне реально там есть какой-то стол. Там есть еда, алкоголь, который люди приносят на поминки. И мне кажется, они действительно могут так сидеть и кушать, пить, все вместе разговаривая. Какую-то проекцию зацепила на пару секунд, получается, и все. Больше этого не было. Также я помню, стояла в зале, окно выходило в теплицу, а я вижу, пробежал кто-то. Мужской силуэт пробежал в сторону нашей двери входной. Я подумала, брат пришел. Пошла, это был август уже, когда темно. 12 ночи где-то было. Я пошла ему спокойно, без всякого страха, открыла дверь. Думаю, прячется. Никого же там нет, я думаю, прячется за верандой нашей. Вышла за веранду, смотрю, никого нету и тишина абсолютная. Тогда-то резко страх и возник у меня. Я быстро забежала домой, закрыла дверь. Побежали с сестрой, спрятались, на диван сели, одеялом укрылись, потому что никого не было там. Просто какой-то мужской силуэт прям пробежал. Отчетливый, в темной одежде. Свет с зала шел туда. То есть я реально увидела, без страха пошла, думала, брат. В итоге там никого не было. И мама моя тоже чувствовала присутствие. Он прям в полусне она была, в астральной какой-то проекции. Дедушка мой заходил до этого. И за дедушкой дверь она не закрыла на ключ. Забыла, да, как-то. И именно в тот день, когда она забыла закрыть дверь, пришел папа. Мы с сестрой уснули, мама засыпала, дверь стукнула так. И она смотрит, он стоит на пороге, с головой опущенной. Они даже поговорили. Ему было очень грустно, прям действительно как будто последний диалог какой-то был. У него даже слеза покатилась с глаз, и все. Мама потом уснула. А в другой день, ровно на 40-й день, да, когда духи прощаются и уходят, она услышала тоже, как дверь закрылась, и он прошел в комнату, где я сплю. И прямо она проснулась, она слышала разговор. Он мне что-то говорил, я что-то отвечала во сне. Естественно, я этого не помню. Потом он пришел к ним в зал, лег к ним на кровать и обнял их. И она резко уснула в этот момент. Но из последнего, недавно, этим летом буквально, живу в доме, и из окна сразу же следующий дом видно. То есть я могу увидеть, что происходит в тех квартирах соседних напротив, да. Был день, я просто решила в окно выглянуть и смотрю, напротив меня квартира, то есть я на 4-м живу, а та квартира на 3-м. И на меня смотрит дедушка с бабушкой, очень-очень старые,
Саха, вот прям как из каких-нибудь книг, да, вот про старые времена, вот прям они были не наше современное время, это точно, что у них лица были немного округленные, они были какие-то сероватого цвета, ну то есть такие очень бледные были. Они прям близко вот к окну были, то есть я очень хорошо их увидела, они просто смотрели на меня прямо в душу и ничего не делали, просто вот, как будто, мне кажется, они даже не дышали. Вот прям дедушка с бабушкой какие-то. Я отвернулась, ну, потому что я не поняла, думала, может, как-то некомфортно, если я вот еще раз посмотрю на них, ну, вдруг это живые люди, да. Еще раз посмотрела, они также стоят, на меня смотрят. Ну, все, я окончательно уже поняла, что что-то не то. Отвернулась как бы, ну, на секунд 15-20. Потом вот так сдалека взглянула, там уже ничего нету. Мне же стало интересно, там действительно бабушка с дедушкой живут или нет. Я тем же вечером посмотрела, ну, когда там уже горит свет, лампа, то есть еще лучше всю квартиру видно. Нет, там живет молодая пара, девушка с парнем. И потом я тоже смотрела, там вообще пожилых людей нету, в том доме никто не живет. Мне так кажется, что это просто какие-то, может, очень старые жильцы были, может, времен, когда этот дом только был построен. Вот, может, просто они стояли, как обычно, смотрели в окно и увидели, что я их вижу. И поэтому они мне прямо в глаза смотрели, прямо в душу. Я прям прочувствовала их взгляд. Давно у меня такого не было, конечно. Выпуск бүтүтәһиге үппет жин олоққа болбут кәпсәннәргетен берин талан ағар болум. Кутталлах историяларгытын комментарийга, әбетер инстаграмға хорыйын. Это было недавно. Я работала в больнице в ночную смену. Я ночью сидела на посту, заполняла истории болезней пациентов. Вдруг слышу, как кто-то идет по коридору, ищет кого-то. Я взглянула в коридор, а там стоит женщина и ищет своего ребенка. Я испугалась, бросилась искать ребенка вместе с той мамой. Искала по палатам, в коридоре так и не нашла ребенка. И женщину тоже не нашла. Я работала в отделении терапии, где лежат только взрослые. Откуда взялась эта женщина, я так и не поняла. Утром рассказала своим коллегам, они сказали, что давно еще во время войны женщина потеряла ребенка, и с тех пор она там ходит и ищет своего ребенка.